Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: о чем говорят, когда вас нету рядом. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы сейчас находитесь, что вас окружает. Отчаянное состояние. Человек ничего не хочет. Никого видеть, слышать. Устал. Элементарно устал. Нету сил. Какая-то лень, какая-то апатичность. Здесь состояние такое, что никто вас не принуждает. Ни в чем не давит. Вас давят внутренние какие-то мысли. Чувство, что пропала какая-то надежда. Здесь один бокал на столе. Это чувство, как будто бы вы много раз, как будто бы нарываетесь на одну и ту же ситуацию. Была какая-то надежда, даже, может, несколько надежд. Раз не исполнилось, второй не исполнилось, третий. И вот четвертый, вы уже понимаете, ну а что толку, да? Я не понимаю, что это не получится. Хотя есть последний шанс. Вы можете думать, но вы и не хотите его использовать. Вам уже лень, уже нету сил, может, даже. Вы исчерпаны. Здесь я бы сказала даже, знаете, какая-то нехватка каких-то витаминов, которые влияют на состояние ваше. Потому что здесь могут быть, да, какие-то ситуации в жизни, которые тревожат. Но в большей степени это какая-то усталость. Здесь вы устали кого-то или что-то все держать в голове, контролировать. Вы устали уже. Вам хочется куда-то, может быть, съездить, отправиться, вычистить голову. Или просто побыть наедине с собой, вычистить эту голову. Но, знаете, здесь еще то чувство, когда вы перестали верить в какие-то свои силы. Не получается столько всего я сделала, но как-то тщетно. Грусть какая-то. Не хочу мыться, не хочу ничего, не хочу. Хочу просто лежать. Ничего делать. Посуда будет грязной стоять, я не хочу ее даже и мыть. Да, чувство какой-то такой апатии ко всему. Да, подвешенная ситуация может быть какая-то, которая может тормозить вообще в целом весь процесс. Вы не хотите, чтобы что-то повторилось вновь. Вы хотите перемен в своей жизни. Вы хотите наслаждаться жизнью. Вы хотите именно изменить как-то свою жизнь, но не знаете даже с чего начать. Потому что или ничего нет, или нету здесь каких-то денег, доходов, таких хотя бы, да, чтобы подняться. Просто нету выхода, нету сил. Сколько уже можно. Сейчас идет глубокая трансформация. Сейчас вы посидите в этом состоянии какое-то время, и будет именно внутренняя трансформация идти. Здесь начнется происходить все таким образом, на что вы смотрели раньше иначе, а теперь будете смотреть по-другому. Скорее всего, здесь постепенная какая-то такая трансформация идет. Здесь прошел человек через обман, острый обман, который засел в душу, о котором еще помнится. Вы какое-то даже продолжительное или долгое время жили с человеком, который вас обманывал. Здесь кто-то мог восстановить даже отношения и продолжать жить с этим человеком, понимая даже, что человек обманывал. Но здесь, знаете, у кого-то идет такая безвыходная ситуация, мне деваться некуда. А лучше с кем-то быть, чем одной. Здесь кто-то боится просто страх остаться одной. Также здесь могли быть ситуации, связанные с обманом детей, когда дети обманывали. У кого-то здесь могут быть негативные именно отношения с детьми. Когда ругаетесь, ссоритесь, не понимаете, есть недопонимание. Не у всех. Здесь даже у вас может быть недопонимание каких-то людей. Вы с кем-то не находите общий язык, и все. И все, и точка. Нету каких-то общих точек соприкосновения. Нету. Хорошо. Здесь какая-то идет бедность, здесь идет какая-то апатия.
из-за того, что нет энергии. А здесь, я вам скажу, это вот как бы не звучало странным, но вот какой-то витамин. Вам сейчас нужно поддерживать свой иммунитет в первую очередь. Если вы хотите наладить свою жизнь, изменить все к лучшему. Здесь здоровый сон, здесь правильное питание. Самое важное. Не закусывать, да, там шоколадками, чипсами на ночь. Вот в таком плане, да, здесь что-то такое есть, что вы делаете именно неправильно. В том плане еда, диета, да, вот какая-то неправильная. Здесь для того, чтобы все поменялось вокруг, вот не хватает на самом деле какой-то малости. Но если вы даже будете продолжать так дальше, в том плане, что все равно вы выйдете в состояние вот этой вот внутренней трансформации. Вы будете что-то обнулять, кого-то удалять, может быть, блокировать. Да, здесь вот как-то так. Может быть, такая чистка произойдет. А можете реально почиститься. Вот в телеграм-канале, внизу ссылочка на телеграм-канал, можете перейти и в закрепленных именно найти ритуал чистки. И в цикл убывающей луны провести данный ритуал. Здесь все встанет на свои места. Все встанет ровненько. Все станет, я бы еще сказала, красиво. Здесь вы увидите именно этот мир не в тех вот серых красках, а именно смотрите, как ярко, по-другому. Здесь, кстати, сразу же появятся какие-то отношения, здесь появится возможность на заработки, деньги или какие-то, в принципе, плюшки, привилегии, да, для себя получите. Тут еще могут показывать какое-то новое, хорошее, да, для вас или перспективное место. Место жительства, место работы. Ну, а у кого-то брак, у кого-то вот брак, семейная идиллия. Кто-то может сейчас находиться в отношениях токсичных или разрушающих. Но такое чувство, как будто бы за год, да, как будто бы все поменяется. Хорошо. Давайте смотреть дальше. Что-то мы опять затягиваем с портретом, но что дано, то дано, да, сказать. Оно придет. Вам нужно немного подождать. Но не ожидать именно в серых чувствах, эмоциях, да, а именно старайтесь вытаскивать себя. Старайтесь, может быть, на самом деле приглядитесь к своему здоровью. Какой-то витамин, может быть, даже витамин D. Или погуляйте на солнышке, или больше пребывайте на солнышке. Кто-то может в закрытом пространстве постоянно находиться. В целом, да, будь закрытым ото всех и вся. О чем говорят, когда вас нету рядом? Смотрим. Ну, то, что сейчас происходит, именно чувствуют, что у вас какая-то есть внутренняя боль, переживание. Вы в чем-то неспокойны. Вы можете жаловаться на что-то или, в принципе, быть такой вот грустной. Да, проявление именно какой-то такой, знаете, нехватки чего-то. Не хватает вам сил, энергии, может быть, даже. Но смотрите, вам или говорят, или вы сами чувствуете, что на вас кто-то негативно здесь влияет. Такое чувство, как будто бы подпитываются вашей ресурсной энергией. Тот человек, которому была раскрыта тайна. Вы кому-то рассказывали что-то личное свое, как будто бы это вот как говорят, да, я не хочу рассказывать чего-то личного, чтобы это потом не обернулось против меня. Вот здесь идет вот оно что-то вы рассказали, что пошло против вас. Здесь реально, здесь кто-то разрушил ваше счастье. Вашу любовь, ваши отношения. Здесь может быть даже, что вы не можете познакомиться или отношения быстро заканчиваются. Познакомились и распрощались.
Все. Или человек не отзывается. Здесь кто-то просто вам подрубил дорогу. Тот, кто был рядом, с кем вы были за одним столом. Такое чувство даже, знаете, вы или выпивали, или даже пили чай, да, вот какая-то жидкость. И вам как будто человек или что-то сказал на это, или подлил в рюмку, да, или в стакан. Но здесь именно с негативным посылом. Из-за этого все сразу, вот знаете, пошло сикось-накось, боком. И сразу почувствовали себя вот какой-то опустошенной. Здесь оторвали от вас какую-то любовь. Любовь, закрыли дороги, разрушили жизнь. Слушайте, здесь очень много негатива. Здесь очень много негатива. Мы здесь спрашиваем, о чем говорят, когда вас нету рядом, а здесь не говорят, а здесь влияют. Я бы сказала, человек в одиночку. Он ни с кем о вас не говорит. Может, да, что-то такое легкое, какие-то разговоры есть, но здесь больше о том, что человек принял решение, да, вот как-то погубить вас или закрыть вам все пути дороги, да, испортить вам жизнь. Здесь какая-то есть колкость, зависть, здесь есть чувство того, чтобы отомстить вам в чем-то. Притом, знаете, вы когда-то проецировали счастливые отношения или себя в каком-то, да, красивом виде, может быть, в счастливых каких-то моментах. Но здесь кто-то из-за этого решил вас погубить. И вы об этом чем-то говорили, делились. Вам на самом деле причинили здесь большую боль в отношениях. Здесь влазила женщина, скорее даже, вот знаете, как... Смотрите, здесь есть недоброжелательница, но здесь чувство идет такое, да, троечка мечей, что эта недоброжелательница действует еще с кем-то, но влияет не напрямую она, а кто-то за нее, да, может мстить или делать, проводить какой-то ритуал, причем по крови, да, это может быть мама, бабушка, там и так далее. Она, может быть, да, о вас говорила в каком-то плохом смысле, да, и вот этот человек, кому она говорила, на вас влияет. Вам закрывает пути дороги. Вы, кстати, могли это, да здесь чувствуется это. Не могли легко это почувствовать, а именно на самом деле это происходит. Но разговоры здесь есть о вас разговоры. Здесь больше, знаете, человек выискивает информацию, как вы поживаете, через кого-то там. Это женщина. Женщина. Такое чувство, как будто у вас забрали, а она получает. Она наслаждается. Я возвращаю себе то, что принадлежит мне. Зажгите сейчас свечу и вот произнесите именно: я возвращаю себе то, что принадлежит мне. Здесь вот поэтому вы себя так чувствуете. Вы знаете, вы тем самым вот сейчас запустите какой-то новый энергопоток в ту сторону, где на вас негативно влияют. А здесь нож воткнется. Здесь будет, я бы так сказала, бумеранг. Вы вернете бумерангом. Вы услышите информацию о том, что человек или заболел, но причем здесь не просто заболел, а здесь что-то острое идет.
Не просто простудился, да, а человек чуть ли не при смерти. Смотрите. Здесь будет, знаете, такое чувство, что человек жаловаться придет, или вы узнаете новости о том, что человек жалуется на свое состояние. Это может быть и финансы, и деньги, чувства, любовь. Кто-то с кем-то разошелся, развелся. Кто-то может жаловаться о том, что кого-то подменили, как будто бы. Была счастлива с мужчиной в отношениях, да, ваша вражина. А тут как будто бы ей мужчину подменили. Об этом будут жалобы. Или отношения резко испортились. Именно резко. Вы знаете, вы воткнете именно в самую цель. Здесь вернете свое счастье. Вы, кстати, увидите, как колесо вашей жизни начинает крутиться, возвращаться к вам сила, возвращается к вам какое-то вот энергичное состояние. Я здорова, я красива, я успешна, я сама творец своей жизни. Моя жизнь полна счастья, успеха, сил и энергии. Произносите. Здесь появятся силы, здесь много сил, здесь фортуна идет. Здесь сразу вы увидите, что вам стало во всем вести. Вот как будто бы все сговорились. Я пошла туда, мне повезло в том. Я сегодня провела день счастливо. У меня сегодня, да, то-то, то-то произошло интересное, именно положительного характера. Вы начнете везде именно получать какие-то плюшки. Вы почувствуете, что все стало двигаться. У вас какие-то коммуникации идут с людьми. Общение может быть после закрытого состояния. Наоборот, здесь могут быть образовываться связи, партнерства, знакомства и так далее. Да, здесь люди начнут с вами вступать в контакт и так далее. Здесь кто-то у вас реально хитро забрал то, что не принадлежит ему. Вот так вот. Здесь очень много негативного воздействия от одного человека. Человек, возможно, или на постоянной основе занимается каким-то колдовством, черной магией. Именно здесь пахнет чернухой. О чем говорят, когда вас нету рядом? И кто говорит? Мужчина. Мужчина. Мужчина здесь из-за вас не спит. Мужчина здесь в тревожной ситуации. Ну, у человека есть страсть, огонь, да, по отношению к вам, возбуждение. Из-за этого-то и не спит. Он кому-то об этом пишет. Здесь такое чувство, как будто бы друг, да, которому он пишет, с кем общается, или влюбляется в вас постепенно, да, или тоже обращает на вас внимание. Заинтересован в вас. Здесь по интернету. О чем говорят, когда вас нету рядом? Ну, то, что вы очень такая страстная, что вы в какой-то степени... Во-первых, вы ресурсная, а с другой стороны, вы еще такая и загадочная. Но с вами сложно. Вас сложно добиться. С вами... Знаете, вот не поиграешь в игры. Вы такая, даете всему отчет, четкая, но здесь вы чувственно именно умеете брать. Вы не отпускаете. Вот здесь кто-то испытывает к вам разного рода эмоции, да, конкретно мужчина, а скорее стихии воздуха. И вот он об этом делится своему дружбану, другу помоложе. А этот друг его в вас тоже влюбляется. Здесь вы подтягиваете какие-то молодые энергии к себе. Можете даже видеть, как маленькие мальчики на вас смотрят, открыв рот, да. Это именно говорит о том, что сигнал, да, что вы начинаете притягивать к себе какие-то молодые энергии. Почувствуете, может быть, даже к вам подбегают коты и трутся об вас. Коты, не кошки, а коты. О чем говорят, когда вас нету рядом?
Мужчина-то этот в отношениях находится, который о вас говорит своему другу. И здесь такое чувство, да, а не заиграть ли нам в любовник-любовница, да, какие-то отношения такие несерьезные. Здесь вас очень желается, хочется. Здесь такое чувство, как будто бы его дом, это вот, знаете, да, это крепость, в которую он вкладывался, но с другой стороны, там не хочется находиться. Там уже вот все как-то изжило себя, да, вот что касается чувств, эмоций. С вами здесь можно вот именно с головой, да, пуститься в какие-то такие вот именно страстные отношения. Ему этого не хватает, каких-то страстей. Да, вот все как-то по-сухому дома. Домой и не хочется. Дома, может быть, даже происходит какой-то конфликт. Есть отношения, которые изжили себя. Да, жена превратилась в бабушку. Или вот, знаете, ну, живем вместе, живем, а она для меня вот как, ну, женщина, которая смотрит за детьми, да, вот убирает быт. Вот как-то так. И мне неинтересно. Да, я ее знаю наизусть. Притом, знаете, когда надо, да, мы проходили этот сложный какой-то путь в жизни, а вот сейчас уже не надо, да, вот как-то устарела стиральная машинка, вот так хочется сказать, ну, в кавычках, имею в виду жены его, да. А сейчас хочется страстей, молодого тела, да, вот какого-то такого освобождения, именно какой-то энергии эротического характера. Тут все об этом. Хочется выплеснуть какие-то эмоции, почувствовать себя мужиком, почувствовать себя любимым, нужным, да, вот каким-то таким. Выйти из этой ситуации, из этого застоя. Такое чувство, как будто бы у этого отношения скоро развод. У этого мужчины, вернее, произойдет скоро развод. Потому что у жены появится тайный поклонник молодой. Вот так вот. Жена чувствует уже, что кастрюлька выкипает. О чем говорят, когда вас нету рядом. Ну, что вы там себе сидите, да, и перебираете какие-то социальные сети, партнеров, что у вас ухажеры есть, что у вас с кем-то ведутся какие-то переписки, общение, что вы пользуетесь спросом противоположного пола, что вас все хотят, вас все желают, да, или вы что-то такое проецируете, что на самом деле у кого-то происходит вот именно возбуждение. То есть вы специально выставляете какие-то фотографии, что-то, чтобы вас хотели мужчины. Она именно, да, красуется, на себе кого-то ищет. Похоронили вы какие-то чувства кому-то. Знаете, такое чувство, что вы растете и видят ваш рост, видят, что вы улучшаетесь, как будто бы омоложаетесь или становитесь вот более, знаете, кто-то здесь даже говорит, что вы выглядите как подросток или вот копируете подростка. Но что вы улучшаетесь, вы все свежее, красивее, краше, где-то вы себя проецируете, вы нравитесь всем, или вы стараетесь своим видом, внешним видом, фотографиями или чем-то притягивать к себе внимание. Вы такая яркая звездочка. Здесь замечают ваши изменения внешние. Лицо у нее поменялось, да, может, подтяжку сделала, волосы там нарастила или там титьки вставила, да, вот что-то такое. То, что вы в себя вкладываетесь, вливаетесь. Вы в какой-то степени включили эгоистку после каких-то токсичных отношений. Что вы сама себе на уме, вы знаете какую-то правду, вы знаете какие-то истины. Вы знаете вообще, как устроено это мироздание, как именно психолог. То, что вы очень глубокий, как психолог. И то, что вы умеете манипулировать или управлять сознанием противоположного пола. То есть мужчин. А кто это все говорит?
Он тот, кто вам очень сильно завидует. Какая-то молодая, незрелая особа. Я не скажу, что совсем незрелая, да, именно молодая, моложе вас. С вашей работы, с вашего коллектива или какого-то близкого трения. То есть вы с ней близко или общаетесь, или общались. Также здесь говорят то, что у вас, знаете, вот то, что вы молодеетесь, красуетесь, как-то себя позиционируете именно, что ваша жизнь красиво и прекрасно, да, тем самым вы себе в будущее пробиваете в чем-то дорогу, что у вас в чем-то есть, у нее есть перспективы найти богатого или устроиться на работу, или уехать туда-то, да, вот есть у вас какие-то шансы, возможности. Здесь есть даже доля зависти, что вот то, что есть у нее, нет у меня. Здесь кто-то хочет какие-то вот ваши характеристики перенять, пытается даже, может быть, с вас копировать, пытается вот как-то быть подобием вашим, да, чтобы тоже иметь что-то, что имеете вы, или хотя бы даже перспективы эти, что вот бери эти перспективы, или вы их возьмете, вы добьетесь, получите, например. О чем говорят, когда вас нету рядом? Ну, то, что вы какая-то тихорила. Вот очень много говорят, то, что вы скрываете. Вы скрываете, чего-то вы не договариваете. У вас есть какой-то определенно проработанный план, и вы о нем не говорите. И даже когда он сбудется, вы все равно не будете рассказывать, а будете утаивать как-то или врать. Вот так. О чем говорят, когда вас нету рядом? Что вы эгоистка, что у вас задрат высоко нос, что вы холодная, что вы бессердечная. Но это, знаете, не потому, что вы такая, а вот кто-то вас обидел, да. Здесь могут даже говорить, что вы обижены на эту жизнь или на кого-то. Это может даже касаться отношений. Здесь каменное сердце. Здесь такое есть слово «непростительное». То есть вы никого не простите, не подпустите. У вас, знаете, такой холодный разум, холодный расчет, могут говорить. Она с холодным расчетом. Она все только в выгоду для себя. Видимо, на самом деле, да, здесь могут думать, что кто-то вас очень сильно обидел, что вы сейчас... Да, вот стали такой, отвергаете всех, отвергаете. Человек, которому нужна правда, только правда. Или прощайте. Вот как-то так. Говорят, что вы своих шансов никогда не упустите. Да, что вы такая фартовая, вам в жизни везет, что у вас еще какой-то будет денежный рост, или вы будете еще богаче, еще круче. Здесь очень много зависти. Очень много завидуют ваши характеристики здесь больше, что вы такая пробивная, что вы чего захотите, того добьетесь. И то, что есть у вас какие-то козыри в руках, есть какие-то кнопочки козырные, на которые вы можете нажать и получить. И есть у вас какое-то больное прошлое, которое вы никому никогда не расскажете, даже если напьетесь. Вот так вот. Да, из-за мужика какого-то вы. Из-за мужика. Здесь какая-то, может быть, даже, знаете, доля обучения. Смотря на вас, кто-то учится у вас быть вами. Здесь очень много могут обсуждать вас в вашем же коллективе или в кругу каких-то близких людей. И такое чувство у меня сюда закрадывается. Вот даже вы с кем недавно общались, вас пытаются как-то осквернить, осудить. Но понимаете, что, вот знаете, все равно вы в чем-то правы. Все равно вы правы. Да, вот она такая холодная или эгоистка, например, но она права. Если она не будет такой, то у нее повторится ситуация из прошлого.
Хотя, да, видят у вас сердечко, оно есть. И в случае чего, в принципе, если вас о чем-то попросить, вы поможете, не откажете. Но вот именно как стратег или как, может быть, коллега, да, вы очень такая. Вижу цель, не вижу препятствий, не мешайте, я работаю. У меня нет времени на всякую пустую болтовню. Да, вот какой-то жесткий такой мотив можете включать. Вы на самом деле тот человек, который ничего не боится, бесстрашная. Да, страхи вот где-то в прошлом у вас. И видят, что вы на самом деле вот как-то переступили какую-то черту, и у вас вот изменилось, может быть, отношение к страху. Вы перестали чего-то бояться. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.